Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на станции Нижний Бестях, самой северной магистрали нашей страны. И я отправляюсь в увлекательное путешествие по маршруту Нижний Бестях-Нерюнгри по самой молодой железной дороге Российской Федерации. Я отправляюсь туда не в качестве пассажира, а в качестве проводника поезда. Сегодня я постараюсь рассказать все самое интересное об этой уникальной профессии. Ну что, дорогие друзья, я готова к отправке. Ну и, конечно, готов наш состав. Познакомимся обязательно с нашей командой, но об этом мне обязательно помогут железные дороги Якутии. Компания, которую можно с уверенностью назвать гордость республики. Поехали! Поезд обособленный Гене Вещаска Сомнер. Испытано на себе. До отбытия нашего поезда по маршруту Якутск-Нерюнгри остается около часа. И я, как опытный проводник, должна, конечно, все-таки пройти инструктаж у начальника поезда. Знакомьтесь, это Сергей Владимирович. И Сергей Владимирович расскажет мне, как необходимо начать свой рабочий день. Вот с чего начинается рабочий день проводника? Рабочий день проводника начинается, наверное, с самого прибытия поезда в Нижний Бестях. А ведь после того, как выйдут пассажиры, они за собой оставляют и мусор, и все прочее. То есть проводнику необходимо привести в нормальное состояние вагон для принятия новых пассажиров. То есть рабочий день начинается с уборки вагона. Примерно сколько уходит времени на уборку вагона? Ну, отведено 2 часа. 2 часа. 2-3 часа, да. Ну, то есть очень шустро. Как правило, на это затрачивается больше времени. Угу. То есть вот прибывает поезд, убираем его, приводим в надлежащий вид. Правильно. Дальше? Дальше производится экипировка углем, затем проводники в зимнее время подвагонную часть оборудования очищают от снега, берут, одевают сигнальный жилет, одевают перчатки, берут лом и выходят, очищают все ходовые части от льда и снега. И это делают хрупкие девушки, проводники? Девочки, да. С ума сойти. Как хорошо, что у нас на дворе весна. Мне не придется этого делать. Хорошо, Зима дальше. была хорошая в этом Да? году. После того, как навели порядок и готовы к принятию пассажиров, проводник загружает так называемый УКЭП – устройство контроля электронных билетов. За 50 минут до начала посадки проводник загружает ведомость. Загружает ведомость следующим образом. Мы набираем нужное число отправления. Так, сегодня 18 марта. 18 марта. Поезд у нас будет 317, литер и краткое. Угу. То есть мы набрали данные поезда и нажимаем «Продолжить». Идет загрузка ведомости. Угу. Продолжить. В принципе, вот так выглядит. То есть да. И чуть позже мы уже именно с помощью этого оборудования будем запускать да. пассажиров на наш, да. так сказать, маршрут. Значит, вот эта вот шкала нажимается. Вы набираете последних 4 цифры паспорта пассажира, и на экране отображается полностью его билет. Далее проверяется целиком персональные данные, то есть дата рождения, серийный номер паспорта, серию номер паспорта и место, поезд и число отправления. То есть сегодня людям не нужно приносить распечатанные билеты, да, либо сканировать QR-коды какие-то, да, достаточно просто принести свой паспорт, и вот с помощью вот такого гаджета, да, мы можем запросто понять, наш этот пассажир или не наш. Хорошо, в случае, если не совпадают какие-то цифры, бывают и такие случаи, что делаем? Делается изменение персональных данных. Если это мы находимся на станции, вот как скажем в Нижний Бестях, и посадка началась за 30 минут, у пассажира есть возможность обратиться в кассу, сделать изменения. Но если такой возможности нет, они могут обратиться ко мне. Такую услугу могут предоставить начальник поезда. То есть также забивается номер электронного билета, отображается у меня билет, и я вношу там изменения. За это берется комиссионный сбор 178 рублей. Поэтому будьте внимательны при оформлении своих документов. Вот чтобы потом, да, не обращаться к начальнику поезда и не терять свое золотое время, да? Хорошо, то есть мы сейчас отправляемся уже на станцию.
ждем пассажиров, и как только будет 50 минут до отправки, мы начнем приветствовать. 30 минут до отправления. До За 30. 50 минут мы можем, за 50 минут до ведомость того, пишет. как начнется посадка, мы будем грузить ведомость. Мгм. Вот мы ее загрузили. Мгм. А за 30 минут до отправления начинается посадка пассажиров в поезд. Мгм. Сергей Владимирович, а вообще в плане этикета, да, ну вот как проводник должен встречать своего наверное, дорогого пассажира? Проводник должен встречать. Проводник — это хозяин вагона, хозяин поезда, правильно? Мгм. Как вас встретят, так у вас останется впечатление о поездке. Проводник должен, я думаю, улыбаться в первую очередь, Мгм. быть добродушным пассажиром. Ну и, в общем, когда вы открываете билет пассажира, вы видите его фамилию, имя, отчество. Обратиться нужно к пассажиру по имени, отчеству, приветливо улыбаться. Вот. И есть такой еще момент, что если у пассажира может быть день рождения, то вот это устройство отобразит, что у пассажира сегодня день рождения. Мгм. То проводник должен его улыбнуться и поздравить с днем рождения. Это так не прописанное правило, но вы ему следуете. Наверное, это, скорее всего, прописанное правило, Прописано. и проводник должен поздравить пассажира с днем рождения, чтобы как-то Мгм. сделать ему приятно. Приятно. Вот так все делается вновь для пассажиров. Хорошо, ну что, мы ждем отправки нашего Верно. поезда, да, и, конечно же, ждем пассажиров. Испытано на себе. Итак, пассажир прибыл, мы должны проверить, наш ли это человек. Итак, проверить. Последние 4 цифры. 12, 18. Проверить. Итак, смотрим, соответствуют все данные. Место, 16 место у вас. Нажимаем регистрацию. регистрация. Все. Проходите, пожалуйста. Приятной поездки. Работает. Итак, проверить. 45-39. 45-39. Проверить. Итак, 27. Все верно. Итак, 27 место у вас. проходите. Регистрация. Регистрация. И теперь у нас свидетельство, ребята. Давайте 19. Проверить. Так, смотрим. У ребенка 25 место. Билет есть. Регистрация. Проверить. Сорок 38. Проверить. Так, 11 место. Регистрация. По правилам, за 5 минут до отправки нашего поезда необходимо попросить выйти всех провожающих. Для этого нужно просто лишь громким голосом проводника озвучить следующую фразу. Провожающие, просьба покинуть вагон. У каждого проводника пассажирского поезда есть комплект сигнальных флажков. Давайте покажу вам. Итак, это развернутый красный и свернутый желтый. Развернутый красный используется в том случае, если мы хотим передать сигнал от вагона к вагону до машиниста о том, что мы еще не готовы к отправке. То есть на вытянутой руке мы должны держать вот так флажок. Соответственно, из каждого вагона мы передаем сигнал поэтапно. Далее, если нет необходимости в красном флажке, мы достаем следующий флажок, свернутый желтый. Он обозначает то, что мы, наш вагон, готов к отправке. Ну что, мы отошли от станции Нижний Бестях. И после того, как мы захлопнули силой вот эту боковую дверь, необходимо ее по правилам закрыть вот на такой ключ. Постоянная смена пейзажей за окном, калейдоскоп новых лиц, общение с разными людьми. Вот она, внешняя сторона работы проводника, которую обычно называют еще романтикой большой дороги. Но на самом деле работа проводника – это огромный и кропотливый труд. И об этом мы узнаем сегодня. Проводника называют маленьким хозяином большого вагона. И сегодня я в рамках проекта «Испытано на себе»
полностью ощущаю себя хозяйкой, маленькой хозяйкой огромнейшего вагона. И это приносит мне массу позитивных эмоций. Ну а еще, дорогие друзья, хочу с вами поделиться. Я впервые отправилась в путешествие на поезде, поэтому для меня это путешествие уникально. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, мы находимся в купейном пассажирском вагоне. И давайте поговорим об особенностях. Ведь эти вагоны совершенно новые. В Якутию они прибыли в 2022 году. И сегодня радуют всех жителей нашей республики, ну и, конечно же, гостей, которые приезжают к нам на территорию республики. Итак, ну что, 4 спальных места. Отдельно хотелось бы отметить систему кондиционирования. Если в старых вагонах кондиционер дул на весь вагон одинаково, то здесь сегодня можно это регулировать. То есть вот здесь есть такой определенный регулятор потока воздуха. Соответственно, вы его крутите, и именно в вашем купе находится определенная температура, которая очень благоприятно, ну, наверное, сказывается на всех пассажирах. Отдельно отметить хотелось бы наличие софитов. У изголовья спального места есть софиты, это очень удобно, ведь в ночное время, возможно, если вам не спится, вы хотите почитать книгу, то, пожалуйста, вы включили и не тревожите своих соседей. В новых вагонах также есть и телевизор, куда вы можете вставить свою флешку с кинофильмами и так скоротать свое время за чашечкой чая. Еще одно нововведение – это дополнительное отопление. Очень удобная вещь, потому что здесь вы также можете регулировать отопление только именно для вашего купе, не для всего вагона. Очень удобная вещь. Ну и, конечно, обязательно это 4 матраса, 4 подушки и 4 одеяла. Постельное белье выдается каждому пассажиру индивидуально. Также в новых вагонах появилась функция вызова проводника. При нажатии этой кнопочки загорается красный указатель здесь, и тогда проводник знает, что к вам нужно подойти. Испытано на себе. Итак, мы находимся в плацкартном пассажирском вагоне. Давайте же узнаем, что же нового появилось здесь. Ну, во-первых, теперь у нас находится 2 санузла вместе. В старых пассажирских вагонах один санузел находился в начале вагона, другой был в конце. Теперь стало все удобнее, они находятся вместе. Итак, пройдемте внутрь. Еще одно нововведение, у нас появился душ. Теперь пассажиры могут использовать душ, то есть прямо здесь можно омыться, вода уходит все вниз, здесь есть определенное отверстие, под которое уходит водичка. И то есть можно уже принимать душ. Остальное все очень удобно, комфортно, достаточно много пространства. Идем дальше. Спальные места. Итак, 4 спальных места здесь и 2 спальных места у окошка. Да, возможно, дорогие друзья, кто-то из вас думает, а где же здесь 2 спальных места? Ну, все просто. Для тех, кто знает, что такое поезда, для тех, кто не знает, показываем. Итак, легким движением руки стол превращается, пожалуйста, в спальное место. И, соответственно, второе спальное место находится вот здесь наверху. Проводники помогут вам обязательно его раскрыть. И появляется вот такая полочка. Что касаемо нововведений именно в этой спальной зоне. Ну, здесь все очень просто. Те же спальные места. Все очень удобно. Обратите внимание, появились кожаные изголовья для удобства. То есть сейчас этого раньше не было, здесь был пластик. Затем, значит, ну все очень просто. Здесь у нас матрасы, те же самые подушки. Постельное белье выдается каждому пассажиру. Те же самые софиты, для того, чтобы в ночное время было комфортно прочитать, допустим, книгу, не мешая своему соседу. Система кондиционирования, пожалуйста, все есть. Ну а самое главное, появились розетки у изголовья спального места. Ну а перед нами очень интересное устройство. Оно находится в каждом пассажирском вагоне, и это так называемый Титан.
В простонародье его называют кипятильником. Ну что, дорогие друзья, это источник горячей воды для всего вагона. Итак, обратите внимание, отсюда поступает вода, подогревается с помощью электротенов. Но в случае, если электротены не работают, у нас есть исходный, вариант подогрева, это уголь. Вот мы можем посмотреть. Сюда подбрасывают уголь, то есть горячая вода в пассажирском вагоне есть всегда. Хотелось бы отметить, дорогие друзья, если вдруг вы подойдете и увидите на термометре цифру, допустим, 40, 60, 80, не бойтесь, эта вода не сырая. В случае, если вода сырая, она просто не будет литься из кипятильника. Давайте проверим. Здесь всегда находится кипяченая вода, поэтому не бойтесь, пользуйтесь на здоровье. Ну а также еще рядом здесь находится бутилированная вода. Пожалуйста, если не нужна кипяченая, можно выпить их холодненькой водички. Все для, так сказать, удобства пассажиров. Дорогие друзья, вот она, святая святых, проводника пассажирского поезда. Расскажу вам все поподробнее. Значит, здесь у нас есть, в первую очередь, большой холодильник. Внимание, этот холодильник предназначен не только для проводника, но а также для пассажиров. Сюда можно попросить убрать какие-то негабаритные вещи, допустим, детское питание, либо какие-то лекарства. То есть пассажир может попросить проводника, и обязательно это все будет храниться в холодильнике в течение всей поездки. Далее, обратите внимание, вот такой пульт управления, так сказать, Здесь полностью контроль за всем. Напоминаем вам о том, что проводник должен следить не только за комфортом пассажира, что вам нужно, помочь как-то, но а также за всем полностью, что происходит в вагоне. Это электропитание, отопление и кондиционер, водоснабжение, туалет, безопасность движения, освещение и многое другое. В нашем вагоне есть тамбур, котельная, затем коридор, пассажирские купе, вот узенький коридорчик, туалет, о котором мы уже говорили, и тамбур. Итак, у нас всего 9 купе. Соответственно, мы можем управлять светом, нажимая вот так на экран, свет включается. Нажимаю вот так, свет выключается. Также мы можем контролировать отопление, кондиционер, и, в общем, за этим всем следит проводник. Испытано на себе. Конечно, у проводника должно быть рабочее место. Выглядит оно вот так. Миниатюрный столик, очень удобное мягкое кресло. Ну и, конечно, заполнить документы можно прямо здесь. Справа от меня находится раковина. Под раковиной есть столовые приборы. Столовые приборы выдаются пассажирам по запросу. То есть, если вам необходимо, можете обратиться к проводнику и получите их. Здесь у нас находится печь. Обратите внимание, что если в этом вагоне есть вот такая печь, то в следующем вагоне обязательно будет микроволновая печь, где вы можете подогреть. Над печью находится шкаф с посудой. Посуда выдается пассажирам по запросу. Вот так выглядит рабочее место проводника пассажирского вагона. Но хотелось бы отметить, что места вроде бы немного, но здесь очень все функционально. Все, что нужно для пассажира, для комфорта пассажира, именно в этой небольшой комнате можно контролировать. А самое главное, все это делается только лишь для вас, для пассажиров. Испытано на себе. Передвижение по вагонам – это отдельное увлечение для меня, потому что это дело не из легких. Смотрите. Все здесь ходит ходуном, напоминает такое, знаете, некое действие на карусели. Ну, собственно, долго здесь находиться нельзя, идем дальше. Я готова приступить к своим должностным обязанностям. И первым делом я должна познакомиться со своими пассажирами и вручить им постельное белье. Добрый день, меня зовут Дарья, сегодня я ваш проводник. Позвольте мне вручить вам ваше постельное белье и полотенце. Итак, у нас в наличии пододеяльник, простынь, наволочка и одно полотенце. Также хотелось бы напомнить вам о том, что вы можете контролировать
отопление прямо здесь в купе, да, вот с помощью этой кнопки, и вызвать меня, если вдруг вам что-то понадобится. Также у нас есть софиты, и комфортного вам путешествия. Спасибо. Хотелось бы напомнить вам о том, что у нас в начале вагона есть биотуалеты. Категорически запрещается бросать туда посторонние предметы. В поездах курить категорически запрещено, ну а к вашим услугам мы предлагаем вам вагон-ресторан, где вы можете вкусно перекусить. Приятной поездки! На часах 21:00. Работа работы, но ужин никто не отменял. Нам повезло. Сегодня у нас есть возможность попробовать что-то вкусненькое из меню вагон-ресторана. Но давайте для начала ознакомимся с этим меню. Итак, по меню у нас есть и выпечка, отдельно завтраки, салаты, холодные закуски, первые блюда, гарнир, горячие блюда. В общем, очень такой ассортимент меня радует. Ну что, из стандартного оливье 220 рублей, жаркое 300 рублей, плов 250 рублей, суп куриный 200 рублей, борщ любименький 280 рублей. Собственно, цены приемлемы. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Так, вы являетесь у нас администратором. Да. Можно с вами немножко побеседовать? Можно, пожалуйста. Присаживайтесь. Так, вы у нас Оксана Юрьевна. Да. Вот очень удобно приятно. иметь, да, очень иметь бейджики. Дарья. Да. Оксана Юрьевна, расскажите, пожалуйста, как работает ваш вагон-ресторан? Наш вагон-ресторан работает с 9 утра до 11 часов вечера. А сколько у нас здесь посадочных мест максимально? 8 столов по 4, 32, ну, мест, наверное, около 40, потому что в том зале еще есть место. Мгм. Я смотрю, меню у вас очень такое обширное, да, у нас есть и выпечка, и блюда. Завтраки, и обеды, и ужины. Еще мы можем также приготовить на заказ людям, если они хотят покушать в вагоне. Мгм. Приходят, заказывают, или мы идем, берем у них заявочку и кормим их в вагонах. То есть можно прям себе в купе Да, или на да, плацкарт заказать? Да, можно пригласить проводника, он приходит в ресторан и говорит, что пассажиры хотят сделать заказ. Мгм. Мы идем, берем заказ, готовим и все приносим. Мгм. А возникает следующий вопрос. Можно ли заказать что-то по индивидуальному плану? Ну, допустим, у меня на что-то аллергия, или, допустим, у меня есть некие заболевания, либо я, допустим, вегетарианец. Конечно, можно. Просто у нас на днях ехала женщина, у нее сахарный диабет. Она попросила приготовить ей блюдо на водичке, кашку, без соли, без сахара. Мы все обязательно делаем. Всегда идем навстречу нашим любимым пассажирам. А самое любимое блюдо, что чаще всего заказывают, ну, допустим, по маршруту возьмем Нижний Бестях, Нерюнгри. Ага. Хороший вопрос. Вы знаете, у нас пассажиры кушают все. Все. Да, но любят они свежие овощи, салат, любят любимый наш салат оливье, напоминание Нового года. Также кушают очень хорошо борщ, поджар. Да, в принципе, вы знаете, кушают все. У нас такое распространенное меню, и пассажиры любят и котлетки покушать, и курочку жареную. То есть кто что любит, мы всегда готовим. А сколько человек у вас работает? Вот просто у вас там кухня-то, это некое закулисье, туда пройти невозможно. Интересно, там, наверное, целый штаб работает. Нет, у нас один повар, администратор и проводник вагона, который помогает топить зимой печки и убираться. То есть у нас штат 3 человека. Вот так. Ну что, я заказала по вашему меню суп и блинчики. Хотелось бы уже попробовать и оценить вашу работу. Хорошо, будем рады. Сейчас все приготовим. Испытано на себе. А вы знаете, я, готовясь к этой съемке, набрала с собой очень много ланчбоксов со своей домашней едой. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, я сделала это зря. Можно очень вкусно поесть и в вагоне-ресторане. Посмотрите, какой красивый. И я даже уверена уже, что это очень вкусный борщ. Попробуем. Как дома.
Спасибо. Что может быть прекраснее чашечки горячего чая в вагоне поезда с вкусными блинчиками и сгущенкой? Вот она, романтика большой дороги. Испытано на себе. На часах 22:00 мы подошли к первой станции, и она называется Кюргелях. Здесь происходит смена локомотивной бригады. Далее нас ждет станция Тамот, где произойдет экипировка водой. Ну а далее самый крупный, это, конечно, Алдан, и наша конечная точка – город Неринга. Хотелось бы отметить, что на станции Кюргелях мы будем находиться 15 минут. В Тамоте мы простоим 10 минут, ну а самая долгая остановка нас ждет в городе Алдан – полчаса. Еще одна информация. Наш маршрут от Нижнего Бестяха до Неринги составляет 795 километров. И в пути мы находимся 18 часов. Проводник поезда – работа не излета. Об особенностях этой профессии поговорим, конечно же, с Сергеем Владимировичем, потому что кто, как не он, знает о ней все. Сергей Владимирович, ну давайте немножечко вспомним о том, как вы пришли в эту профессию, да, из чего вдруг выбор пал именно на вот любовь к железной дороге. Выбор пал спонтанно. Я пришел со службы, а мне предложили идти служить на военных катерах в город Благовещенск. Я решил отдохнуть пару месяцев и встретил приятеля в городе. Он говорит, что вот набирают курсы проводников, не хочешь попробовать поработать летом? Я решил попробовать, вот пробую уже почти 30 лет. 30 лет? Да. То есть вы сам родом откуда? Я родом с Шимановска, Амурская область, это недалеко от Благовещенска. То есть и вы большую часть времени проработали там? В поездах. 22 года я проработал в Шимановске у нас. Потом депо закрыли, я перешел в Тынду. В Тынде проработал 5 лет. Пока работал в Тынде, здесь развивалась пассажирская служба на ЖДЯ. И не хватало работников, и можно было приходить во время отпуска, подрабатывать сюда на ЖДЯ. Вот на протяжении 3 лет я приходил сюда, работал. Мне, в общем-то сказать, понравилось здесь, да, и я решил сюда перейти на постоянное место работы. Ну, давайте поговорим о том, как же можно стать Сергеем Владимировичем, либо начальником поезда. То есть это самое высшее звено вот всей этой цепочки, или все-таки есть еще выше? Ну, конечно, есть выше еще. Есть начальник резерва, начальник депо, есть начальник пассажирской службы и, наконец, заместитель генерального директора по пассажирской службе. Но в поезде вы главный. Ну, получается так. Да. А вообще, вот если мы берем ступень, да, вот это начинается все с кого? С проводника. Просто проводник. Да. Вот. Хорошо. Конечно, сегодня я попробовала немножко испытать на себе вашу профессию. Приходится постоянно чем-то заниматься. Вопрос, проводник когда спит? Есть график работы. Проводник работает определенное время отдыхает. Сергей Владимирович, а вот вопрос возникает. Сегодня мы не столкнулись с такой темой, как правонарушение. Эти правонарушения пресекает непосредственно проводник или все-таки вы? Ну, есть определенная цепочка этих моментов. Скажем так, что если в вагоне происходит правонарушение, проводник вызывает начальника поезда. Начальник поезда, если участок, который есть у нас участки, который сопровождает наряд полиции. Тут, допустим, как у нас, это Нижний Бестях, Нерюнгри, регулярно ездит наряд полиции, можно сказать, мы на этом участке едем спокойно. То есть какие-то правонарушения пресекаются на корню, и, в принципе, пассажиры ведут себя более-менее спокойно, потому что они видят, что наряд полиции патрулирует без конца нашего вагона. Вот сегодня у меня был опыт, да, работы проводником, и при проверке документов у пассажиров, значит, у меня возник вопрос. А кто дает оценку состоянию человека, который попадает в поезд? И мне Мария ответила, что, конечно же, начальник поезда. Здесь он решает все такие нюансы. Ну, допустим, если я заподозрила, как проводник, что человек находится в нетрезвом состоянии. Опять же, если он слегка выпивший, да, или же он сильно пьян, вы снять можете его с рейса, да? Давайте я вам так обрисую вкратце ситуацию. Вот, предположим, мы отправляемся со станции Нижний Бестях. Соответственно, вагонов у нас 7-6 вагонов в составе.
Я не могу, конечно, находиться там в каждом вагоне одновременно. Скажем так, проводник видит неадекватного пассажира. Она приглашает меня. Я прихожу, смотрю, уже как бы оценяю обстановку, насколько человек действительно будет опасен для общества, так грубо говоря, как он себя будет вести в вагоне. Есть наряд полиции. Приглашаем наряд полиции. Если же человек действительно не в адекватном состоянии, он действительно будет мешать проезду другим пассажирам, составляется информационный лист, указывается там, вкратце указывают, предположим так, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. И, грубо говоря, человеку отказывают в проезде. Естественно, деньги ему не возвращают. И мало того, что человек попадает в такую программу, в следующий раз, когда он берет билет, то уже есть пометка о том, что человек в поезде привлекался за распитие спиртных напитков. То есть черный список такой некий, да? Вроде бы так. Да. Хорошо. Вот вы работаете уже в ЖДЯ, да, достаточно долгое время. Вот чем вам понравилась Якутия, возможно? Чем вас впечатлила? Якутия понравилась. Да. Вы знаете, вот как бы для меня этот поезд имеет такое как бы знаковое значение. Он соединяет два региона. В одном регионе я работаю, в другом регионе я живу. Вот в Якутии, я так понимаю, река Лена – это и кормилица, и гордость Якутии, правильно? А у нас в Амурской области это река Амур. И вот наш поезд как бы соединил две таких могучих реки, и люди теперь беспрепятственно ездят, студенты ездят учиться, туристы, в общем, как бы, я думаю, он много дает для развития как для нашей области, так и для Якутии. Ну, естественно, Якутия мне чем может понравиться? Тем, что здесь очень много снега, такой необычно красивые пейзажи за окном, природа великолепная здесь. А что касаемо людей, вот вы же имеете опыт общения, да, с местными жителями. Да. Вот чтобы вы, допустим, отметили вот, какую-то такую некую характеристику, которая вот можно прям сказать, что это точно жители Якутии. Ну, наверное, как жители Якутии. Обычные простые люди, добродушные, приветливые. Я бы так их описал, охарактеризовал. Испытано на себе. Дарья, мы находимся в рабочем тамбуре, так называют этот тамбур пассажирского вагона. В рабочем тамбуре находится котельное отделение. Котельное отделение, это, можно сказать, в зимнее время сердце нашего вагона. Особенно в Якутии, да? Да, особенно в Якутии. Вот, это котел. И за это тоже несут ответственность проводники. Обязательно. За это несут ответственность проводники. Как он работает? Он работает следующим образом. Если мы едем на участке, не электрифицированный участок, то есть это как вот Якутия у нас, да, то топку топим твердым топливом. Здесь есть дверь, открываем, и там происходит горение. Сейчас, Подкидываем уголь. да. Сейчас у нас весна. Да. Вот, а там что внизу? Это поддувало. Топка, она, вы знаете, каждый вагон, он по-своему, как, можно сказать, как живой. То есть каждый вагон нужно топить по-своему. Они как-то по стандарту все идут. Ну, в принципе, есть стандарт вот, топки вагонов, да? Но в каждом, когда топишь каждый вагон, есть какие-то свои особенности. Где-то топка лучше горит, где-то она хуже горит. То есть такие они с характером. С характером, да. Также. Вот. Значит, все просто. Определенный график, по которому проводник должен забрасывать туда топливо. Ну, это зависит еще от того, какая температура на улице. Если на улице мороз, скажем так, да, то, естественно, в топку нужно подбрасывать чаще удалять шлак. Как процесс горения идет, нужен кислород. Для того, чтобы хорошо горела топка, нужно подчищать шлак, для того, чтобы, грубо, как сказать, печка дышала, горела. И это все делают хрупкие девочки-проводники. Это все делают проводники, да. Смотрите, ну вот в зимний период времени, да, вот сколько примерно топлива нужно для обогрева одного вагона? Ну вот, предположим, так от станции Нижний Бестяк до станции Тында, где происходит экипировка углем, то есть дозаправка углем, у нас в рабочем тамбуре есть карманы.
называемые так стояки, где хранится уголь. Ну, в зависимости от температуры, если хороший мороз на улице, то сжигаем 1,5 кармана. То есть практически Да, все, практически, да, весь Это уголь. примерно по временному промежутку каждый час? Каждые 2 часа? Да, каждые 1,5-2 часа нужно заглядывать в топку, поддерживать, стараться температуру, чтобы держалась равномерно. Ну, собственно, коли уж я сегодня проводник, я должна нести свою лепту и в это благое дело. Давайте попробуем. Мгм. Я вам, Дарья, дам перчатки Мгм. и попробуем подбросить угля в топку. Я думаю, это несложно, да? Ну, С в вашей-то принципе, помощью. Да. Вот мы набрали угля, Да. открываем топку и Вы знаете, засыпаем. тут Да. еще нужно держать баланс, а то сама Да, в топку, да, да, туда? Да, 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 да. Ой, господи. Вот так? Да. Вот. Закрываем топку назад. О, какая тяжелая. Да, да, да. А при этом еще должна рубашечка быть белая, да? Должна быть белая рубашка. И лицо чистое. Да, конечно. Так а если таких лопат штук 10? Ну, естественно, лопат, конечно, бросать надо не 10. Мороз хороший, надо бросать и 15, и 20, и 30 лопат, чтобы держать температуру. 15 вот таких лопат, потом еще и опрятный внешний вид. Да. Вот она, работа проводника пассажирского вагона. Вот, это я вам много насыпал. Да? Ну, как бы не тяжело будет. Нет, люди не сгорят. Не. Открывать? Ты снимаешь, Вот да? уже огонь. Видно, что я снимаю. Готов? Ух. Ну что, сегодня, я думаю, пассажиры этого вагона будут спать в тепле. Так, а теперь скажите, в следующий раз когда должна закинуть? Ну, скажем, через час. Через час? Да. Сколько лопат? Сейчас на улице тепло, хватит, я думаю, 5 лопат. В следующий раз к нашей топке я подойду примерно через 1,5 часа и вновь доложу около 5 таких лопат. Этого будет достаточно, потому что у нас за окном весна. Обратите внимание, это стоп-кран. Проводник срывает его резким движением только в 2 случаях. Первое, когда есть угроза жизни пассажира, и второе, когда есть угроза движению поезда. Ну, допустим, если вдруг проводник услышал какие-то странные звуки, ну, то есть они тоже обучены этому, да, и он считает, что есть угроза движению поезда, срывается стоп-кран. Ну и, конечно, если вдруг есть угроза жизни пассажиру, это делается в первую очередь. Ну а здесь у нас находится тормоз, ручной тормоз. В случае, если у нас локомотив вышел из строя и у нас вынужденная длительная остановка, машинист подает 3 сигнала. В этом случае проводник должен сделать вот так и вручную затормозить. То есть вот так раскрываем и крутим. Но я надеюсь, что сегодня нам это не понадобится, и это тоже не понадобится. Испытано на себе. Вот и закончилось наше увлекательное путешествие по маршруту Нижний Бестях, город Нерюнгри. Мы благодарим железные дороги Якутии за возможность испытать на себе такую уникальную профессию, как бортпроводник. К сожалению, мне придется вернуть эту красивейшую форму проводникам, ведь у них впереди еще дальняя дорога. Но я уверена, что мы сюда обязательно вернемся. Путешествуйте поездами, дорогие друзья, увидимся!